Все дальше вглубь истории уходят героические и трагические события Великой Отечественной войны, но живут в нашей памяти имена тех, кто ценой своей жизни отстояли свободу и независимость Родины. В Абхазии при содействии Министерства внутренних дел республики проводится международный военно-патриотический проект «Возвращение имени». Многие годы лидер проекта Григорий Скворцов, организации и волонтеры многих стран занимаются увековечением памяти о тех, кто стал узником немецкого фашизма, погиб в концлагерях для советских военнопленных. Мы продолжаем серию репортажей о поиске бойцов, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры из Абхазии воевали также в составе Крымского фронта. Найдены те, кто героически сражался за освобождение Керченского полуострова в мае 1942 года. Благодаря архивным документам адресного бюро МВД установлены имена и адреса родных погибших и без вести пропавших бойцов из Абхазии. Участковые уполномоченные милиции для установления судеб, воевавших сыновей Абхазии за освобождение Керченского полуострова, проводят проверку этих адресов, определяют наличие родных погибших. Информацию собирают буквально по крупицам из различных источников. Все полученные данные фиксируются инспекторами, собирается фотоархив, который в дальнейшем будет передан участникам международного патриотического проекта «Возвращение имени». Участковые уполномоченные милиции установили, что в селе Яштуха проживает родной племянник зенитного пулеметчика Саркиса Малхасян. Он поделился сохранившимися снимками с фронта и воспоминаниями о родном брате своего отца. Как нам известно, ваш дядя Малхасян Саркис Осипович 1922 года рождения был призван из села Верхняя Яштуха. Он являлся зенитным пулеметчиком. Был убит 19 мая 1942 года. А что вам известно, что вы слышали о своем дяде? Одни рассказывали, что их до Керчи встретились с ними в Туапсе. Оттуда одним туда отправили, другим туда, разъехались. Потом нам сказали, пришел черная бумага, как без известия пропавший. Пару писем было, и все, на этом все закончилось. Вот фотографии брали, писали туда-сюда, ну нету и нет. Потом Скворцов мне как-то позвонил ночью. Саркис, да, я уже спал, не разбудил, я говорю, нет, вот новость есть, говорит. Я говорю, какой? Он говорит, нашелся Саркис Малхасян. Я разговариваю. Саркис Малхасян был убит в 1942 году при обороне города Керчь. Родственникам лишь известно, что могила находится в селе Жуковка Республики Крым. В адрес проекта «Возвращение имени» с 2018 года по настоящее время обратилось более 100 семей из Абхазии, чьи родные пропали без вести из-за сражений весной 1942 года под Керчью. Для увековечения памяти погибших принято решение об установке архитектурной композиции на территории Парка Славы, в том месте, где были наиболее жестокие бои в Ленинском районе, в форме памятника. Открытие запланировано на май 2021 года.